великолепные воинские части, которые позволили победить Наполеона. Да, это подарок Казахстана. Откровенно, честно об этом говорим. Да, был подарок казахстанского народа, который помог спастись нас в период Великой Отечественной войны 1812 года. И казахские дивизии действительно, как и башкирские тогда, вошли в Париж. Это правда. И это подарок. Подарок. Да. Большое вам спасибо, как представителя Казахстана, за подарок российскому народу от Казахстана, который позволил России спастись и победить. За то, что отстояли Москву, за то, что победили и восстановили нашего Отечества в 1945 году. Вот сейчас просто, хоть и сижу, чтобы из кадра не выйти. Поклон казахстанскому народу за эти подарки российскому народу. Огромное спасибо. Эти подарки нами ценятся, мы их уважаем, и мы чтим великое дело и великую вклад уроженцев Казахстана в наше Отечество, в его жизнь, его свободу и независимость, и в его победы. Поэтому я приношу свои извинения и готов встать на колени с этими изменениями. Уже давно просят меня сделать какой-то материал из Казахстана. Они говорят, что ситуация напряженная, о чем в России и в Европе особенно так и не говорили. Но события были на самом деле вообще-то значимые. И в иерархии наших ценностей они что-то из себя представляли. Потому что вдруг ни с того ни с сего, а может быть и с того и с сего, господин Никонов, значит, сказал, что, оказывается, земли-то Россия подарила Казахстану, и никакие они не казахские эти земли, а они наши русские. То есть потом, после того, как поднялся скандал, Никонов, он даже не извинился за это, он просто попытался объясниться, что это вообще такие вот братские народы и так далее. А депутат Федоров сказал прямым текстом, казахи это русские вообще-то, и никаких казахов не существует. То есть у нас новая тема пошла. А все это идет к тому, с высказыванию Путина, как мы помним, когда он сказал, подарочки-то надо, что вы там после развала Советского Союза разбежались, а подарочки от русского народа что с собой забрали, говорит Путин. Я следила за этими высказываниями, которые делали блогеры, различные медийные фигуры в Казахстане. Совершенно достойные ответы. Я смотрела, как в новостях говорили, да, и вообще не сравнить подход, не сравнить стилистику. И как достойно ответили, но ответили, отреагировали, да. Русские люди должны понимать, что вокруг них есть замечательные древние народы, у которых надо просто учиться, понимаешь, учиться.